Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Буквально несколько дней назад завершил свою работу очередной Петербургский международный экономический форум. За свою почти 30-летнюю историю, ставший одним из самых масштабных и значимых деловых событий не только в стране, но и в мире. Это уникальная площадка, где ежегодно собираются тысячи представителей зарубежного и российского бизнеса, ведущие государственные деятели и политики из десятков стран мира. В этом году форум прошел под девизом «Общие ценности. Основа роста в многополярном мире» и принял 24 тысячи гостей из 144 стран, то есть даже больше, чем ожидалось. В целом подписано свыше 1000 соглашений на сумму более 6 триллионов 300 миллиардов рублей. И ряд из них принадлежит Якутии, скромный ряд, которая традиционно из года в год является активным участником форума. И сегодня в деталях вместе с председателем правительства нашей республики Кириллом Евгеньевичем Бычковым обсудим главные соглашения республики этого года и то, как они повлияют на жизнь жителей Якутии в ближайшее время. Добрый вечер, Кирилл Евгеньевич. Добрый вечер. Рада вас видеть, спасибо, что пришли. Но прежде чем мы начнем говорить о форуме этого года, он прошел уже в 28-й раз, я предлагаю немножко затронуть итоги предыдущего Петербургского экономического форума, вспомнить, какие договоренности были достигнуты там. Особый акцент в тот раз мы делали на развитие именно сферы креативных индустрий. И что за год притворилось в жизнь. Ну, на самом деле, прежде всего, хотел бы отметить, что для республики Саха-Якутия и для многих регионов нашей страны и наших зарубежных партнеров Петербургский международный экономический форум является основной площадкой для подписания соглашений, для заключения контрактов, для подписания меморандумов. И во многом эти соглашения носят абсолютно практический характер. Для республики Восточный экономический форум и Питерский форум являются двумя основными площадками для таких мероприятий. И в целом скажу, что срок реализации конкретных мероприятий, то есть вложение инвестиций, не год, конечно. Начало строительства, конечно, не год, но в целом он до 2 лет в случае подписания обязывающих соглашений и соглашений о реализации конкретных проектов. То есть это достаточно быстрый срок между подписанием торжественным. Конечно, мы наиболее знаковые соглашения подписываем в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. И далее, если это меморандум, то ему обычно за ним следует подписание соглашения по конкретным проектам. Это обычно тоже происходит на следующий год. У нас таких примеров очень много, когда мы подписывали с зарубежными нашими партнерами, с крупными компаниями меморандумы, а потом они уже у нас выявлялись в проектные соглашения, которые уже сегодня строятся, реализуются. И меморандум мы можем уже... Типа договоренности о партнерстве. Да, безусловно. Поэтому в этом году, этот год не исключение. В прошлом году у нас было подписано достаточно много соглашений. Из них в практической плоскости уже реализуется. То есть вот меньше года прошло, у нас уже ряд соглашений реализуется. Ну, например, самый крупный я назову, это то, что мы подписали соглашение с госкорпорацией «Росатом» о том, что у нас будет строиться двухблочная атомная станция малой мощности в Усть-Куйге. И этот проект уже реализуется, строительство активно ведется, и сейчас ведется подписание соглашений и прочая работа, которая касается уже выделяемых мощностей, которые по результатам строительства этого объекта будут востребованы нашими недропользователями, населением, промышленниками. Это, наверное, самый знаковый. Кроме этого, мы подписали ряд соглашений в гуманитарной сфере, сфере образования, например, с ОАО «Балтийский завод». Мы являемся достаточно таким крупным потребителем кадров в речных перевозках, и поэтому стажировки на крупнейших таких вот предприятиях Российской Федерации — это для нас, для нашей молодежи, для наших специалистов, ну не только молодежь, там люди повышают квалификацию, являются не просто востребованы, она абсолютно необходима нам. По этому соглашению уже за прошлый только год у нас 60 человек обучилось, но в этом году у нас будет еще больше
специалистов отрабатывать вот эти программы. Кроме этого, мы подписали соглашение с университетом «Синергия». У нас уже по 4 программам в прошлом году начали обучение и повышение квалификации. В этом году еще одна программа добавится, будет 5. То есть у нас по некоторым видам соглашений ни год, ни два. То есть они мгновенно начинают работать. И это, кстати, очень отрадно, потому что чаще всего и глава нам ставит такую задачу: соглашения имеют сугубо практический характер. И в основном они увязаны с реализацией крупнейших программных мероприятий нашей республики, ну, например, соответствие с национальными проектами, которые объявлены президентом. Вот у нас сейчас действует новая пятилетка нацпроектов. И в рамках этих нацпроектов, в рамках мастер-планов, которые утверждены по Якутску и Нерюнгри, у нас, естественно, необходима реализация конкретных задач, строительство конкретных социальных объектов, объектов инфраструктуры. И очень многие возможности мы как раз реализовали в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. Мы подписали соглашение, например, с Прошколой по реализации программы по строительству школ. В рамках дальневосточной концессии по строительству ряда объектов, в том числе таких городских, как городское освещение, нефтебазовое хозяйство и так далее. То есть мы сегодня уже работаем, потому что мы в прошлом году наработали. Если брать прошлые годы, то такие крупнейшие сейчас инфраструктурные проекты, как Ленский мост, как Новоленская ТЭС, которая строится сейчас. Начало было положено и другие, именно на они Петербургском... были подписаны именно на Петербургском международном экономическом форуме. Поэтому я могу сказать, что для нас это, наверное, самая знаковая и сугубо практическая площадка для реализации проектов нашего социально-экономического развития. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Но давайте все-таки к этому году перейдем. Республика подписала соглашений на сумму около 60 миллиардов рублей. Это такая внушительная сумма, я так понимаю. И повестка была такая насыщенная. Арсений Сергеевич отметил, что это больше, чем в прошлом году, да, и сумма соглашений. И давайте вот, причем первым соглашением стало как раз подписание, влияющее на развитие энергетического комплекса. Вот, мы знаем, что Арсений Сергеевич возглавляет у нас Совет по энергетике. Вот, давайте чуть подробнее. Ну вот именно поэтому соглашение в сфере энергетики, энергосбережения, энергосервиса стало первым соглашением, которое делегация нашей республики подписала в рамках Петербургского международного экономического форума. Для нас, естественно, это звучит сейчас везде, как говорится, из каждого утюга, что самым главным таким вызовом наших нынешних реалий является энергосбережение, энергообеспеченность и стоимость наших энергоресурсов. Конечно, мы гигантскую часть нашего бюджета, расходную часть, тратим на то, чтобы мы субсидировали межтарифную разницу, на то, чтобы мы субсидировали отдельным слоям населения тарифы и обеспечивали им комфортное пользование ресурсами и комфортную жизнь в целом. Да, не только жизнь, но и все сферы у нас так или иначе с энергоресурсами связаны. Поэтому для нашей республики, наверное, это краеугольная задача, и мы с этого начали в этом году подписание соглашений. Данное соглашение касается производства гибридных энергетических установок. Они автономные, что очень важно. Они могут быть использованы и будут использоваться в отдаленных труднодоступных районах нашей республики. Ну и в целом в рамках реализации вот этого нового соглашения будет построено 37 таких объектов. Хочу сказать, что это не эксперимент, это на самом деле продолжение сотрудничества с компанией NELT. Они уже сделали 7 таких объектов. Они есть у нас в Алекпинском районе, в Тампонском районе, в Амиконском районе. Уже действующие станции, когда из старых энергоисточников, которые работают на мазуте, на сырой нефти, на угле, устанавливаются новые, абсолютно нового образца энергоисточники, которые работают гораздо более эффективно. Почему они
называются гибридными, потому что днем они могут подпитываться солнечной энергией, накапливать в аккумуляторах и таким образом сокращать расход более дорогого топлива, такое как мазут, Ну, расходного топлива. Все невозобновляемое, оно экономится, а все возобновляемое, солнце и где-то есть агрегаты тоже, которые ставятся на этих установках, соответственно, это используется для удешевления самого ресурса. И в конечном итоге мы получаем, конечно, очень большую экономию ресурса, который выражается в том, что более дешевый тариф становится. Ну и в конце концов это надежность, это обеспеченность энергоресурсами тех наших территорий, где мы сегодня не можем одномоментно, к сожалению, по линейной части провести или электричество, или построить котельные очень дорогие. И в этом плане, конечно, это решает очень большую проблему. Соглашение было подписано в присутствии министра, федерального министра энергетики Сергея Евгеньевича Цивилева. И Сергей Евгеньевич отметил, что эта технология ему, во-первых, очень понравилась. Он считает, что она не только в республике будет востребована, но он готов ее масштабировать, тиражировать по всем труднодоступным районам. Это Сибирь и Дальний Восток. И, конечно, в этом отношении мы имеем очень хорошую перспективу, обкатав на себе этот продукт, собственно говоря, и в других регионах обеспечить также. Ну и про жизнь в нашем регионе он знает. Но я бы хотел сказать, да, и в этом случае, конечно, поскольку мы пионеры в этом отношении с данной технологией, мы бы, конечно, у себя рассматривали размещение этого производства, и это тоже у нас в планах есть, соглашение это присутствует, что для использования в других регионах это оборудование будет производиться в нашей республике. Соответственно, это мощности, рабочие места, налоги, ну и все-таки престиж нас как производителя. Да, очень интересное такое и практическое, самое главное. И я правильно понимаю, что для людей в конечном итоге это удешевляет тарифы ведь? Это удешевляет тариф, это обеспечивает безопасность, это любая автономная система, это более высокая степень надежности, ну и, конечно, да, это по себестоимости для населения в конечном итоге будет удешевлением отражаться. Ну вот вы упомянули, значит, федерального министра энергетики, тоже, который выходец из, мы уже его земляком считаем. Которому не чужда Республика Саха-Якутия. Потому что он работал, да, в Южной Якутии, в Нерингове долгое время. И я хочу перейти к министру тоже федерального строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. На встрече с ним тоже вы касались вопросов ЖКХ. Вот что там подробнее обсуждалось? Какие я расскажу очень простыми словами. У нас основная проблема, которую глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев обозначил первым вопросом на встрече с министром, было изменение и адаптация к нынешним современным условиям тех норм и правил, которые сегодня есть для строительства. Мы знаем, что президент Российской Федерации про СНИПы недавно, несколько, скажем, лет назад высказался о том, что в такой достаточно критичной форме, что их надо уже к нынешним реалиям как-то приземлять и делать более удобными и с точки зрения затрат, и с точки зрения вообще реализации самих строительных проектов. В этой связи мы инициировали изменение ряда таких вот строительных норм. Это не только СНИПы, но и СанПины. Поэтому здесь идет на стыке двух ведомств. Это Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и это Роспотребнадзор. В плане того, чтобы мы вот эти нормы адаптировали к условиям, например, нашим арктическим, отдаленным регионам, когда речь идет о строительстве школы, и нормы говорят о достаточно большом количестве квадратных метров на одного ученика, у нас стоимость одного места школьного получается заоблачной. И, конечно, в этом отношении мы не можем построить достаточно большое количество объектов, как мы могли бы, если бы эти нормы были скорректированы. Причем они корректируются не в пользу просто уменьшения площадей, а в пользу при этом применения новых технологий для того, чтобы комфортность пребывания детей или это будет какой-то медицинский объект, она была выше, чем она была по старым нормам. И второй момент – это использование многофункциональных центров, чтобы можно было иметь, допустим, одно здание, которое отапливается одной котельной, есть персонал, который его
значит, содержит и само содержание, также оптимизируется. Ну и, естественно, в нем может быть, например, поликлиника, какой-то соцкультбыт и так далее. То есть это в наших северных районах очень востребованная Да, в норма. Арктике. Да, поэтому мы встретили полную поддержку федерального министра, и сейчас пойдет работа над тем, чтобы эти федеральные нормы с нашей инициативы, с инициативы наших депутатов, это будет ряд законодательных документов, которые будут, нормативные базы необходимо привести в соответствие. Я думаю, что мы в течение, наверное, этого года достаточно большой прорыв в этом отношении осуществим. Это, конечно, нам очень сильно облегчит планирование социальных объектов на следующий год. Да, самый первый такой пример, который в голову приходит, это вот школа-сад, да? Особенно в условиях Арктики, Конечно. малокомплектности. Конечно, конечно. Это на самом деле давно назревший вопрос, и он действительно у нас упирается в существующие федеральные нормы. И второй вопрос, который для нас достаточно значимый, это уже в сфере жилищно-коммунального хозяйства мы с радостью отмечаем, что у нас в ближайшие годы наша вся Южная Якутия будет газифицирована. Соответственно, нам нужно вот в Алданском районе, в частности, перестроить котельные на газ. Вот. В этом отношении мы обсудили, чтобы федеральные средства федеральных инфраструктурных кредитов мы могли использовать на такую, вот, скажем, быструю реализацию этого проекта для того, чтобы мы могли газовые котельные начать строить уже сегодня. Потому что когда подойдет газ, чтобы мы уже мгновенно переключились на новый вид топлива, опять же, дешевле, надежнее и во всех отношениях экологичнее. Вот. Поэтому этот вопрос тоже встретил поддержку. Я думаю, что по ряду других вопросов, которые находятся в работе, мы также в ходе этой беседы получили новый импульс. Есть ряд направлений, по которым мы с Минстроем России сейчас отрабатываем, хотя это касается аварийного жилья и отдельных таких наших проблем в строительстве. Но понимая, что, в общем-то, наша территория одна из самых сложных, наверное, в Российской Федерации и самых протяженных. Здесь очень важно, вот, когда мы обмениваемся такими конкретными, практическими очень моментами, аргументами для того, чтобы мы какие-то особые условия получили. Все-таки мы же не можем быть приравнены или быть усреднены. Мы имеем абсолютно уникальное расположение. Оно, конечно, сложное, но при этом должно быть учтено при распределении федеральных средств. Ну вот вы упомянули поликлиники и также опыт. На форуме также уделило внимание вопросам здравоохранения, в том числе нашему опыту. Вот как федеральные эксперты оценивают это? Ну, знаете, у нас на самом деле, вот опять же, была сессия, на которой мы выступали вместе с Владиславом Абгаричем, губернатором Чукотки. Вот, и он практически те же самые озвучил, он выступал передо мной, он озвучил практически все те же самые нюансы наших территорий, они очень во многом схожи, но я немножко потом усилил, поскольку Якутия оказалась, и, это мы все знаем, для аудитории оказалась даже более сложной и, скажем так, с более особенными условиями, чем Чукотка. Например, это плотность населения. Второе – это количество труднодоступных населенных пунктов, которые не имеют круглогодичной доступности. На Чукотке более 50%, у нас почти 60%. Третье – это численность населения. Да? То есть вот эти вот моменты – это на самом деле то, что отличает вообще в целом весь Дальний Восток. Говоря о вот таких вот особенностях, понятно, что регионы пытаются решить эти задачи. Конечно, зачастую такие инновации и появляются. Вот, например, наши мобильные бригады, они уже известны далеко за пределами нашей республики. И не только наши регионы, теперь и северные, арктические районы, Западной Сибири используют, и весь Дальний Восток такой способ. Это он себя оправдал и показал свою действительно очень высокую эффективность.
Хочу отметить то, что в ходе реализации наших крупнейших инфраструктурно-медицинских проектов, это строительство кардиоцентра, онкоцентра, мы на сегодняшний день вышли в один из лидеров Дальнего Востока, ну и даже, может быть, и сравнивая всю страну, там в какой-то очень высокой категории находимся по оснащенности наших медицинских учреждений, значит, Современная аппаратура. центральных именно вот в Якутске, то, что мы на сегодня ну, достаточно такие продвинутые, как сегодня простым языком говорится. Отдельно отмечу нашу программу по направлению сосудистая помощь и нейрохирургия. Вот она была прям отмечена тем, что эксперты центра имени Пирогова по итогам аудита нашего кардиососудистого центра дали очень высокую оценку и сказали, что наш центр экстренной медицинской помощи отметил рекордную нейрохирургическую активность при лечении инсультов. Причем она не имеет аналогов в России. И в этих центрах, например, налажены эндоваскулярные операции через микронадрезы. Это ускоряет реабилитацию пациентов. Это, в общем-то, достаточно в короткие сроки они потом реабилитируются. И кардиососудистый центр действительно у нас оснащен тем оборудованием, которое позволяет выполнять эти процедуры. Второе и третье – это наша телемедицина дистанционная, когда мы устанавливаем соответствующее оборудование в наших районах, и это позволяет делать уже оценку, ставить диагнозы и вести медицинский анализ через наши центральные якутские, в городе Якутске находящиеся центры. Поэтому вот это вот было отмечено как один из таких очень позитивных примеров. Но отдельно хочу сказать, что и наша наука, например, кардиогенетика, это направление науки, которое только у нас в республике, по сути, вот имеет такой ну, стоящие, наверное, отдельные оценки, отмеченные федеральными специалистами уровень, и на самом деле здесь очень большая перспектива. Поэтому по некоторым направлениям врачи из центра Москва, Санкт-Петербург консультируются уже с нашими учеными в этом направлении для того, чтобы строить какие-то уже там федеральные программы. Поэтому я хочу сказать, что к чести наших специалистов медицины, они работают не только в непростых, в сложнейших, иногда в критических условиях, но и по многим направлениям является ценной, высокой экспертизой для наших федеральных коллег. Вот давно вы у меня не были, очень прямо много хочется и спросить, и много чувств есть что рассказать, но самое главное, новость для многих якутян, я думаю, не ошибусь, если скажу, что для большинства, это новости о том, что Российский фонд прямых инвестиций по итогам работы на форуме будет участвовать в финансировании строительства Ленского моста, нашего долгожданного, значит, проекта. Вот что это означает? Как-то повлияет ли это у нас, сократит ли это сроки строительства? Что вообще, ну, вот такой крупный, я так понимаю, инвест-игрок зашел? Как это отразится на строительстве Ленского моста? Я надеюсь, что все наши действия, которые происходят после начала реализации такого крупнейшего для, ну, по сути, всего нашего Дальнего Востока инфраструктурного проекта, он крупнейший на сегодняшний день, они имеют целью оптимизировать как сроки, так и стоимость. Мы понимаем, что в сегодняшних реалиях скорость строительства моста критична. Для того, чтобы, ну, во-первых, конечно, обеспечение безопасности населения, комфорта населения. Это делается для того, чтобы на небезопасных зимниках и на вот этих переполненных паромах люди не испытывали постоянный дискомфорт. Конечно, мы стараемся, чтобы этого не происходило и в нынешних условиях, но мост даст гораздо большую степень уверенности для наших жителей. Это первая задача. Вторая задача – это удешевление массы позиций от строительных материалов до товаров народного потребления в связи с тем, что стоимость транспорта вследствие наличия моста, она сократится. Конечно, это будет сокращать затраты и на наш северный завоз. Это даст возможность для того, чтобы предприятия развивались и учитывали более легкую логистику в своих бизнес-планах. Вот. Все это нам критично сделать, чем раньше, тем лучше, потому что мы сэкономим большее количество средств.
И второе, что важно, это себестоимость. Это стоимость этого объекта. Конечно, мы понимаем, и это объективная абсолютно реальность, что строительные материалы каждый год растут минимум на 10%. Ну, мы помним 22 год, когда всплеск составил от 30 до 45%. Мы надеемся, что в дальнейшем все-таки он будет более равномерный, но в то же время мы понимаем, чем раньше мы закупим необходимые материалы, металл, конструкции, тем будет дешевле для строительства самого объекта. Поэтому вот такие коллаборации, как мы видим по итогам подписанного соглашения на форуме, вхождение крупнейшего игрока инвестиционного рынка России в такой проект, это, во-первых, подчеркивает значимость этого проекта, а во-вторых, это, конечно, обеспечивает нас более современными, более дешевыми и разнообразными финансовыми ресурсами. Здесь, безусловно, будет и экспертиза коллег с точки зрения оптимизации строительных процессов, планирования финансового, налогового планирования и так далее. Поэтому мы считаем, что мы приобрели ценного эксперта. Первое. Второе – это финансовый партнер, очень крупный и состоятельный. Ну и третье, конечно, это оценка значимости нашего проекта. Это очень важно для того, чтобы и федеральные наши коллеги с большим, скажем, вниманием, они и сейчас с большим вниманием относятся, но чтобы с еще большим большим. вниманием относились к важности этого проекта. Мы говорим про капитальный грант федерального правительства, мы говорим про специальные режимы, мы говорим про сроки федерального софинансирования, вот эти все проблемы, которые на сегодняшний момент стоят для нас как такой тоже все-таки вызов, мы надеемся, что это нам сильно поможет решить эти задачи. Все надеемся. Кирилл Евгеньевич, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Вот у меня есть вопрос. Как мы все знаем, сейчас и в стране, и в мире в целом непростая ситуация, и хотелось бы узнать, вот во время ПМФ, с какими зарубежными делегациями Якутия встретилась, и какие есть результаты. Спасибо. Спасибо. Да, очень такой вопрос, поскольку это международный экономический форум, конечно, Якутия, раз вы такой вопрос задаете, наверняка вы следите за теми отношениями и работой с иностранными делегациями, партнерами, которые мы проводим не первый год. Отмечу, что в этом году было очень большое количество иностранных делегаций на форуме. Партнером форума в этом году было Королевство Бахрейн. Я думаю, вы также знаете, что наша делегация в этом году посетила королевство в январе месяце, и мы обсудили ряд очень таких важных, и на самом деле, несмотря на то, что достаточно экзотическое направление, как многие считают, но на самом деле оно сугубо практичное в том плане, что мы знаем, что, и уверен, вы тоже знаете, что большое количество контрактов и средств инвесторов из Ближнего Востока на сегодняшний день, несмотря на сложную политическую обстановку, неоднозначную, ну, скажем так, в целом мировую политику, тем не менее, они реализуются на территории Российской Федерации, и инвесторы из Ближнего Востока рассматривают нас как очень перспективное направление для вложения своих средств. Это горнодобывающая промышленность, это перерабатывающая промышленность, это туризм, это строительство объектов туристической инфраструктуры, такие как гостиницы и так далее. Это легкая промышленность. И все это у нас обсуждалось и в рамках нашей поездки в январе, и в этот раз уже было зафиксировано в ходе встречи главы нашей республики. Я считаю, что для нас подобные контакты – это также очень практическая задача. Здесь мы стараемся обойтись минимумом декларативных моментов, чтобы любые наши документы подписанные, меморандумы, соглашения реализовывались уже в проекты. Мы понимаем, что, повторюсь, в нынешней обстановке работа с иностранными партнерами – это такая очень сложная, кропотливая, такая во многом дипломатическая задача, но тем не менее это имеет свои
уже свои результаты. И в этом году мы договорились о том, что мы обмениваемся бизнес-миссиями нашего бизнеса. Это уже по минимуму там будут представители правительства, в основном там будет наш якутский бизнес, это ювелиры, значит, представители обрабатывающей легкой промышленности нашей, для того, чтобы мы могли наладить вот такой B2B контакт и в дальнейшем уже, собственно говоря, рассматривали проекты взаимного участия. Кроме того, скажу, кстати, что по итогам нашей поездки министр экономического развития Российской Федерации Максим Геннадьевич Решетников недавно, вот в конце мая, в начале июня, посетил королевство Бахрейн, и там обсуждались вопросы, мы тоже подготовили и направили свои предложения в плане рейсов, прямых рейсов Аэрофлота, потому что сейчас летает только бахрейнская компания, строительство и участие в строительстве объектов туристической инфраструктуры и, конечно, наши проекты недропользования, поскольку мы знаем, что Бахрейн — это государство, где первым начались разработки нефтяных месторождений, они имеют огромный опыт по нефтесервису. Поэтому вот это вот у нас тоже красной нитью проходило и в этом году. Кроме этого, были встречи с правительством Республики Беларусь. Вы знаете, что Арсений Сергеевич в прошлом году посетил Республику Беларусь и встречался с президентом Александром Лукашенко, и они очень много обсудили вопросов, которые имеют тоже прикладное значение. Это сельское хозяйство, это промышленное производство. Вы знаете, что у нас белорусская техника сейчас используется нашими недропользователями. Соответственно, производство и поставки комплектующих частей, там, резины и так далее, это для нас очень важный тоже момент. Плюс сельское хозяйство. Вы знаете, что Беларусь в этом плане имеет очень такие продвинутые и современные технологии. Поэтому все это нам очень интересно. Ну и, конечно, наш давний партнер Казахстан, который также имеет с нами уже тесные отношения в банковской финансовой сфере, в сфере промышленности, недропользования и так далее. То есть все вот эти моменты мы еще раз, значит, в ходе нынешнего визита на Петербургский форум во главе с Арсением Сергеевичем все эти встречи провели, и где-то мы подбили уже результаты той работы, которую провели, где-то мы сделали какую-то коррекцию, а где-то мы наметили новые... новые... Евгеньевич, почти не остается, но помимо вот зарубежных стран были же соглашения еще и с регионами страны, да, и в том числе с новыми регионами. Вот хочу успеть спросить, какие там договоренности, тем более, что темой форума главное были объявлены общие ценности. Я вам очень признателен, что вы оставили время на новые наши регионы, наши исторические территории, да, потому что действительно соглашение с ними не просто, опять же, там декларация каких-то, ну, таких политических или экономических планов, а мы являемся партнером Донецкой Народной Республики по восстановлению ряда объектов. Мы восстановили уже полностью все объекты в Кировском ДНР. Сейчас мы работаем над восстановлением объектов в Докучаевске. Каждый год у нас план сверстан, наша отдельная команда правительства на постоянной основе работает там. И в этом отношении мы, естественно, тоже обсудили все наши новые возможности, а также мы обсудили и уже экономическое сотрудничество, потому что те предприятия, которые сегодня восстанавливаются на территории Донецкой Народной Республики, они уже полностью вовлекаются в инфраструктуру нашего социально-экономического взаимодействия в рамках федерации. Поэтому Якутия, как такой активнейший участник этих процессов и с Донецкой Народной Республикой, и с Луганской Народной Республикой, мы вот эти вот вопросы также в рамках наших соглашений обозначили. Ну, тем более у нас сотрудничество и в сфере креативных индустрий, наверное, единственный регион, да, который сделал совместный фильм. Конечно, у нас в Запорожской области у нас фильм «Алдан», который вышел при поддержке наших двух субъектов. Поэтому у нас и в гуманитарном, в культурном отношении есть уже совместная реализация совместных проектов. Я думаю, что это далеко не последний проект, который можно потом будет о котором рассказать. Ну и самый последний вопрос, конечно, про президента Российской Федерации не могу не сказать, да, пленарка — это всегда ключевое событие форума, и главная мысль президента на этот раз была о том, что экономика должна стать более технологичной. Вообще экономика страны. Вот что это значит для
Якутии? Что мы с этим будем делать? Ну, на самом деле, речь президента в этот раз началась с того, что мы не рассматриваем уже себя давно, и он, для тех, кто это еще не заметил, на Западе или в других странах, он это еще раз подчеркнул, что мы уже не ресурсный регион, и мы не там, сырьевой придаток, а мы эффективно, динамично развивающееся технологическое государство, которое обеспечивает себе технологический суверенитет. И на самом деле эти слова на сегодня уже, я думаю, понятны каждому, потому что они сегодня выявляются в тех технологиях, которые сегодня применяются, много разработок, которые в ходе специальной военной операции и санкций уже успешно действуют, а многие из них лучше, чем западные аналоги. И на это президент делает на сегодня отдельную ставку. Он ставит задачи главам регионов развивать технологические проекты. Вот в этом отношении, конечно, республика отвечает этим вызовам, отвечает этим задачам. Мы, помимо известного нашего креативного направления, мы являемся и по иным направлениям, ну, таким вот про медицину я сказал, это уже достаточно такая известная, но и по беспилотникам, вот это с языка мне сняли, это то направление, которое сегодня востребовано не только в оборонном комплексе. Просто надо понимать, что для нас это прежде всего вопрос охвата нашей территории сканированием, транспортом, услугами различными и так далее. То есть для нас это вопрос, ну, собственно, услуг нашему населению. Поэтому эта сфера активно развивается. Якутия здесь является таким по многим проектам пилотным регионом и показывает очень хорошие результаты. В этом плане мы подписали новое соглашение с компанией Geoscan, которое позволяет делать и сканирование для наших промышленных компаний геологическое и является, собственно говоря, элементом для того, чтобы была налажена связь. Поэтому мы считаем, что вот здесь мы будем наращивать свое лидерство. Я подчеркну, это не простые слова, это действительно мы на сегодня лидеры в этом отношении. И мы будем делать, конечно, в дальнейшем упор на эту отрасль. Ну что ж, спасибо вам большое. Я думаю, что зрителям многое тоже было интересно, о многом узнали. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.